Все говорят здесь о том, что рынок, отпустите, все сделает. Извините, цели рынка, цели бизнеса строить меньше, продавать дороже. Цены государства строить больше, продавать дешевле. Цены прямо пропорциональны. Никогда не пересекаются и не пересекутся. И никогда в жизни вы этого не достигнете. Тем более в той ситуации, которая сейчас есть на рынке, когда весь груз, как говорил Иван Иванович, весь груз строительства, приобретения участка, оплаты тех условий, все лежит на застройщике, даже снос ветхого жилья. Государство является основным игроком. Не надо никого ходить, у нас был такой опыт в 2003-2007 года, когда служба государственного заказчика строила 3-4 дома по ветхому жилью, республиканское ипотечное агентство их реализовало не по рыночной стоимости, и ни один застройщик не мог выше продать квартиру, потому что на рынке было предложение меньше. Сегодня тем, что отпустили все, мы не имеем то, что имеем, и цена дальше будет только расти. На сегодняшний день актуально разговаривать о том, что вообще не уронить рынок, потому что действительно процентные ставки выросли. На сегодня федеральное агентство озвучило ставку, по которой мы будем работать в 2015 году, это 15,6%. Социальный продукт убран, мы добились в течение 3 лет, вернулись, все-таки запустили социальную ипотеку, она существовала по 10,5%, а буквально месяц назад была поднята до 11,6%, на следующий год ее нет вообще. Сегодня Сбербанк поднял уже ставку до 15%, разговор идет до 20%. Вот. 2/3 квартир на рынке продается с ипотечным участием. Если завтра исчезнет ипотека, рынок станет вообще. И разговор будет уже не о том, чтобы как-то там снизить стоимость, а о том, чтобы вообще поддержать реальный сектор экономики. Вот, на мой взгляд, только в этом случае, когда государство будет выступать игроком рынка, либо размещать государственный заказ, либо организовывать государственно-частное партнерство, только в этом случае возможно снижение стоимости. Оно возможно. А вы можете как-то что-то со своей стороны предложить? С чем? Ну, имеется в виду конкретно вам что? Опыт есть, его не нужно придумывать. Опыт это основной опыт. На вашей базе создать что-то. На нашей базе, на другой базе. Мы уже существуем 11 лет, у нас отличный опыт. На какую другую стоимость, но нужно концентрировать где-то и должен быть игрок под государство, который не имеет целью зарабатывания деньги на этом рынке. То есть вам потому что тут говорят про комплексную застройку. Вы спросите, сколько комплексно будет осваивать вклада в ОНМАС. То у него действительно ресурсов хватает. Но сначала снести 180 миллионов рублей, потом еще 30% хотя бы построить жилья, на 30% готовности. Только потом еще кредит получить в банке, если еще получит, потому что еще заложить что-то надо. Ну, если вам поставить условия, вы кредитуете там не выше определенной ставки, да? Вот, когда я получаю бесплатные ресурсы, соответственно, я могу размещать по любой процент. Но с постоянной подпиткой государства. Если этого нет, тогда есть рынок, много ЖК, да, на сегодняшний день, до вчерашнего дня, это было 12,7% ставка, было 12,5%. Завтра уже идет такой ставки не было. Есть, например, система поддержки предпринимательства, да, целая программа есть. В рамках этой программы предприниматели получают помощь в виде субсидирования процентной ставки по привлеченным кредитам. Есть такая форма помощи. То есть если мы бизнесу можем давать деньги, чтобы он уменьшал стоимость кредита, который мы выплачиваем банку, почему это же самое не сделать для людей? То есть почему не ввести субсидирование процентной ставки по ипотеке для жителей республики? Для начала для каких-то определенных категорий, которые нуждаются в этом, я не знаю, молодые семьи, или там бюджетники и так далее. Почему бизнесу можем ставки занижать, субсидировать, а гражданам нет? Вот хотя бы на период вот этого дикого скачка ипотеки, потому что иначе действительно рынок встанет. И те, кто уверяет, что обрушится из-за этого цена недвижимости, потому что сейчас рынок встанет, это совсем не так. Ничего подобного. Она бы обрушилась, если бы вводилось то же самое количество жилья. А жилья просто станет меньше, и цена на него станет дороже. Ничего не обрушится. Это сладкое самообман, самоутешение. И тут говорили про 59 игроков и так далее, и больше. У нас только, это по городу Иркутску, видимо, и те, кто сейчас реально работает, у нас только в саморегулируемой организации Союз строителей Якутии состоит более 450, ну более 400 точно, не помню, там есть 450 строительных организаций. Это только те, кто могут себе позволить заплатить достаточно внушительный взнос для того, чтобы состоять в этой СРО.